Эксперты, представитель научно-исследовательского института и архива республики, люди, которые ежедневно изучают прошлое, открывая неизведанные страницы истории в родной Ингушетии и далеко за ее пределами, собрались на круглом столе, чтобы обсудить механизмы и инструменты выявления, сохранения и популяризации наследия народа. Мы исследовали почти все архивохранилища, все библиотечные учреждения всей Европы. Имеется в виду и Париж, и Стокгольм, и Хельсинки, и все остальные. Выявлено очень большое количество материала. Архитектурные памятники Горной Ингушетии являются не только национальным достоянием республики, но и достоянием всего мира, отмечают организаторы встречи. Иса Абоков даже вдали от родины продолжает изучать историю своего края, собирая материал в архивах и музеях за рубежом. Так ему удалось оцифровать аудиозаписи старинных ингушских сказок и былин, собранных в 1917 году немецким ученым Альфредом Биром, записанных в аудиоформате Джамалдином Албагачиевым. Народ жив, пока живы люди, которые хотят знать все о своей истории, возрождать культурное наследие нации. Национальные традиции и обычаи являются основой культуры и духовно-нравственного развития народа. И наша задача – не забывать наследие предков, а сохранить и передать последующим поколениям. Научная интеллигенция Ингушетии намерена проводить такого рода круглые столы по сохранению культурного наследия народа регулярно. Эта встреча станет только началом большого пути. Тамара Хшагульгова, Исмаил Коригов, Новости 24.